Асфальтовую дорогу Сыктывкар-Эжва, что начинается с моста, вот уже несколько лет, как люди прозвали «Долиной смерти». Именно в этом месте, рядом с поселком Нижний Чов, что является пригородом столицы Республики Коми, часто случаются аварии, гибнут люди. Автомобилисты этот участок называют патогенной зоной. Невероятная аварийность дороги заставила ГАИ установить на этом месте свой пост. Тщетно отыскивать объяснения злым деяниям в нашей северной, смиренной и стерзанной земле. Но если земля, земное место пребывания иных не отдало их тайну, то Дух Божий дышит, где хочет, а избранные Его исполняются Духом Святым, проясняют многое и начинают покаяние. В соответствии с постановлением Президиума Коми облсполкома от 25 марта 1925 года была образована Верхнечевская исправительно-трудовая колония Главного управления мест заключения НКВД, колония смертельного режима, через ворота которой прошли тысячи осужденных людей, а многие навсегда остались на кладбище колонии. В 1988 году в поселок Нижний Чов был назначен участковым милиционером молодой лейтенант Александр Никитенко, до этого инспектирующий в этой должности поселки Каркировского района Маркеты, Намск, Визябаш, Собино, Додь. С серьезностью и постоянством, какие бывают разве что у подвижников, участковый Никитенко старался во всем и всегда бороться с пагубными человеческими страстями, блюдя социалистическую законность и, не ведая того, христианские заповеди. В 1986-м он даже баллотировался в депутаты Госсовета Республики Коми. Никитенко стал прототипом книги коми-писателя Александра Парначева «Только Лымва знает». У нас в музее хранится пиджак Александра Григорьевича Никитенко со следами от пуль, полученных при задержании вооруженного преступника. Это самое начало милицейской карьеры Александра Григорьевича, когда он в 1979 году работал участковым уполномоченным в Каркировском РОМ. Выходной свой услышал стрельбу, выскочил на улицу, а оказалось вооруженный преступник из охотничьего ружья палил по прохожим случайным, по окнам домов. И вот при задержании Александр Григорьевич получил ранение. Впоследствии наградой ему послужила фотография на фоне развернутого красного знамени милиции. Но Божий промысел действует в мире не насилием, а направляет или изменяет начало бытия через духовную причинность. По мнению местных краеведов, земля Човская с 1925 года стала Голгофой России. И в спасительном значении земли этой дано было бывшему майору милиции Александру Григорьевичу Никитенко откровение. Кто живет без Бога, тот живет с бедой. Отец Александр, вы стали священником благодаря чему-то или же, наоборот, вопреки всему? Ой, вы знаете, я вам скажу так. Не мы выбираем. Нас, видать, все-таки Господь призывает. Ведь когда нам хорошо, пока мы молоды, здоровы, пока у нас все более-менее благополучно, семья, работа, здоровье, ну о чем разговор? Мы разве понимаем или обращаемся когда-либо к Богу? Детей запрещал в свое время крестить. Своих запрещал крестить. Даже сказал маме, что и теще, что если покрестите, то я вас поубиваю. Да. А я был и коммунистом, и все у меня было в жизни. Вот. И пришло время, чувствую, я заболеваю. Меня лечат, а мне хуже и хуже. Хоть что делаю, я чувствую, все, приехал. Осталось жить недолго. Или что-то случится, или парализует. Ну вот такое состояние, все, безвыходные. И последний курс лечения, 3 дня осталось, чувствую, не знаю, что со мной будет.
вышел я и как бы сознание потерял. Захожу в один из кабинет, почему-то попал не на первый этаж, а на третий. На первом моя одежда, а мне на третий что-то я туда попал. Захожу, там женщина в русской национальной одежде, крест, иконы, батюшки твоего. Что-то я сюда зашел. Она говорит, заходите, заходите. Я говорю, не знаю, так вот так мне. Заходите, вы сюда зашли. Переговорили, она мне говорит, спрашиваю, а что со мной? Вы поправлюсь? Нет, не, говорит, вам врачи уже не помогут. Мы, говорит, вам не поможем. Я говорю, а что? Дает мне Библию, чистый лист бумаги, а у меня там бумажка эта лежит. Пишите, говорит, молитву Отче наш и читайте. И потом начался пост великий, я начал поститься. И с 80 килограмм до 61. То есть я не знал, что делается со мной. А вот исхудал до такой степени, на работе сказали, все, у него рак, значит, скоро умрет. Меня качает, я не знаю что. И потихоньку, когда я там не постился, а практически голодовал с постом, там не поймешь, что было. Я же был неверующий человек. Вот, и потихоньку, помаленьку, потихоньку стал Библию читать. Вот, и как сказал эжинский батюшка Владимир Дунайчик, дай Бог ему здоровья, отец Владимир Дунайчик, он сказал так, и дочитался. Я написал рапорт, вышел в отпуск, последний день, беру, значит, я форму милицейскую, последний раз одеваюсь, иду фотографироваться и нести фотографию в МВД. Когда я выхожу с отдела кадров вниз на первый этаж, Советская 63, вижу, там находится у нас стол находок, вы, наверное, знаете где. А там Анна, она здесь у нас в Чове живет. И я к ней захожу, она тоже Библию читала в то время. Вот. Зашел, минуту переговорил две, открывается дверь, заходит две монахини. Здравствуйте, я Вера Волочкова, говорит одна. У меня пропали документы, посмотрите, может быть, кто подбросил. Поискала Анна, нет. И они начинают общаться с нами. И говорит эта монахиня, как я тогда понимал, она и говорит эти. Вот говорит, строю я храм и монастырь в Вибе. И говорит, меня однажды послали найти, привезти, мне надо было сваи, а мне нужна была машина и транспорт. И мне послали, говорит, Човью. И я, говорит, поехала в эту Човью, сказали, там есть человек, который вам обязательно поможет. Она говорит, я приезжаю, подхожу к двери, а там написано, участковый инспектор Никитенко. Я, говорит, развернулась и текать оттуда. Говорит, а что мне там делать? Причем тут милиция? Приезжаю в епархию, подходу к тому, говорит, человеку, который направил, он мне говорит, вот к нему-то тебе и надо было. Он тебе и поможет, больше никто. Я стою, говорю, вы же мне извините, а я молчу. Вот, говорю, вы извините, что я вмешиваюсь. Но говорю, вот тот участковый, в котором вас разыграли, потому что она сказала, меня разыграли, я подумала. Вот тот участковый, в котором вас разыграли, я уже так унисон как бы говорю, это я буду. Мы с ней познакомились, вышли на крыльцо, стал я внизу, она сверху на крыльце. Вот. Она говорит мне, а вы не против, я вас благословлю крестом? Чтобы я благословила крестом. Говорю, нет, не против. Она мне благословляет. Я целую крест, в окна смотрят. Вокруг милиционеры все смотрят. Те же времена еще было не так уж, как нынче. Да. Мы с ней поговорили, она мне благословила, и мы пошли. Не дойдя до автобусной остановки, где дом Каликовой стоит этот памятник, она и говорит, мой сын епископ. Я только тогда узнал, что у нее сын епископ. Владыка Петелин. Я его и не видел, и с ним, по-моему, не общался ни разу до этого. И после этого через месяц мы с ней поехали. Я ей где-то раньше, может, помогал перевозить эти сваи. Нашел я машину, нашли мы кран, все, достали, договорились. А вот тут что, у меня директора многие знакомые, дай Бог им здоровья всем. Когда надо, и тогда помогали, кабинет мне благоустраивать, и сейчас молитвенный дом дали, и мебель, и все, и линолеум, рубероид, все, что нужно было, все дали, помогли. Вот. И вот
Мы с ней приехали, а ей говорят, надо бы документ оформить, что вам надо приобрести, ну, в качестве благотворительной помощи. Она говорит, а я печать не взяла. Едем мы в епархию, нам там пишут документ, ставят, надо печать, а печати нет только у епископа. Она меня за руку берет, пошли, говорит. И мы с ней идем. Куда? Она говорит, пошли к моему сыну, епископу, владыке Петериму. Я говорю, да нет, что вы сами, я нет. Прям упираюсь, а так уж, нет, не пойду. Она мне так ласково за рукой, как мама взяла, пойдемте, пойдемте. И завели. Только зашли, начали общаться, и она меня представила. Вот это, говорит, милиционер, говорит, бывший, он сейчас на пенсии, вот он нам помогает, и такой. А вот а владыка сидит и ничего не говорит, только сказал, а вам надо рукополагаться. Меня как током ударило, я говорю, а за что? Я говорю, ничего не знаю. Не читать, не писать, не воцерковлен, не исповедовался никогда, ничего абсолютно. Только вот Библию по ночам-то и читал, одну молитву «Отче наш», больше ничего, пустое место, как и до сих пор возможно. Вот. И что вы думаете? Он говорит, вам надо рукополагаться. 6 раз владыка Петерим предлагал Никитенко рукополагаться. Александр Григорьевич каждый раз отказывался. И тут заболевать стал. Опять все болезни на него навалились. В таком состоянии, когда в 7-й раз пришел к епископу, ответил, как Господу будет угодно. И в 1999 году в Ульяновском монастыре епископ рукоположил бывшего милиционера в диаконы, а затем в Печорском монастыре в священники. Вы не жалеете об этом решении? Ой, на все воля не наша. Как ты случилось, что ты, говорит, поменял пистолет на крест? Даже вот такие вопросы задавали. Было по-разному. Друзья многие от меня как бы сразу отошли, не поняли. Один даже сказал после службы, я когда вышел на улицу, такой радостный, и протягиваю руку. Ну, как обычно. А он мне говорит, а я с мужиками, говорит, то есть с мужиками в бабьих юбках не здороваюсь. А родственники как ваши отреагировали А на было то, что вы по-разному. Семья моя тоже стали восприняла это священником? так, что жена и дети меня не поняли сразу. Практически, ну чуть не отреклись. То есть, и чем я больше с ними стал общаться и говорить что-то как священник, они чем больше стали на меня нападать. А потом я перестал с ними вообще на эту тему говорить. Молюсь-то и все здесь, в этой комнате. Прямо здесь перед иконами. Мамами и тещей. Молюсь и все. Вот. И через год дочка подходит и говорит, папа, а можно, говорит, я хочу научиться петь церковных песен? Говорит, дочка, нет проблем, только на колени. Станем сейчас, говорю, на колени, помолимся. Господь благословит, значит, так там не быть. Помолились, а после этого к епископу пошли, владыка благословил. Вот она поет, сейчас у нас руководитель хора. И наш хор даже вот на съезде православной молодежи, на фестивале, грамоту от министра культуры и епископа заслужил. Потом и матушка подошла через полгода, говорит, а можно я с вами? Я говорю, проблем нет. Но теперь на покаяние, на колени. Вот, все помолились, и все, там младшая дочка крестик отдела. Ну, так вот, тихонько. И вот когда мне вот по этим поводам спрашивают, говорят, ну как ж так, ну как так? Ну, вот бывший милиционер, да вот так, ну как так резко? Говорит, ну никак понять не могу. Говорит, вот один еще недавно знакомый, вместе охотились, и тоже говорит, ну вот как я вот не могу понять, ты же с той системы, то все. Я говорю, вы знаете, уж простите меня грешного, отвечаю в таком случае. Вам плохо, когда мне хорошо? Нет, говорит, ну радуйтесь, что мне хорошо, а я порадуюсь, что вам хорошо. За 1,5 месяца 1937 года в районе реки Човью приняли смерть за Христа 33 иерея. Только в один день, 25 августа 1937 года, были расстреляны 7 священников, среди которых был прямой потомок знаменитого московского рода Тюрниных, отец Александр. И странным образом послужил правде храм в поселке Пастыкирос, что в Каркировском районе, в
в прошлом приход Александра Тюрнина. Где-то по весне 1983 года меня назначили участковым инспектором в селе Постыкерос, Бояркерос, Собино, Визябаш и село Додь Корткеросского района. И вот однажды мне поступило заявление, мне направил начальник, сказал, что поступила жалоба от председателя сельсовета о том, что в селе на новостроящемся коровнике расхищают стройматериалы. На контроле в райисполкоме вот этот был материал. И я поехал. Пошел искать, смотрю, значит, нашел стройматериал лежит, нашел людей, мне подсказали, это оттуда. Я говорю, а что это? А там недалеко он там лежал, этот стройматериал. И я смотрю, значит, говорю, а кто его привез? Ну, мне говорят, да, доказательства ведь нету. Чем докажешь, что это он? И я думаю, сделаю-ка я засаду для того, чтобы выявить, кто же это такой. Но мне подсказали кое-что. Ну, я, значит, пришел, думаю, где лучше устроиться. Подошел, темно уже, стемнело, возле храма, стал вот тут вот, недалече, вот за этим углом, и стою. Думаю, сейчас я тут вот посижу. Потом, думаю, нет, тут неудобно. Я обошел храм и с той стороны залез прямо в храм. И там сижу. Ждал, долго ждал. И подошел человек. И потом я с этим человеком переговорил, и он сказал, чье это. Это, говорит, я привез, но это не мое. Ну, выяснилось, что один из руководителей села это все и сделал. Ну, мы потом нашли шифер, все вот это обнаруженное. Вот таким образом, как выясняется, мы раскрыли преступление это. Отец Александр, а вот когда вы были участковым, много у вас всяких таких историй-то было? Ой, этих историй было видимо-невидимо, и, как говорится, их всех не пересказать и не за одни сутки. Очень много приходилось и оружие изымать, и расследовать разные правонарушения, преступления, грабежи, кражи и так далее, и так далее, и так далее. Случались неимоверные ситуации. Для того, чтобы это все рассказать, это надо так, где-то в уединенной ситуации, сесть где-то в помещении. И, как я говорил своим друзьям, я говорю, когда начну рассказывать, вы втихаря включите магнитофон или диктофон, и пусть он записывает, а потом переписать это все. И я думаю, что получилась бы большая вот такая двухтомная книга. Доподлинно неизвестно конкретное место расстрела и захоронения репрессированных священников. Только по некоторым свидетельствам, порою противоречивым, удалось найти примерное место в Нижнем Чове. Здесь был поставлен поклонный крест, освященный епископом Сыктывкарским и Воркутинским Петеримом. И вот на том месте, трактором когда прочистили, то показался вот этот патрон. Этот патрон, видите, вот он, цельный, вот, в нем есть и гильза, и сама пуля, а здесь вот капсюль, пробитый. Это говорит о том, что когда стреляли, по всей вероятности, возможно, и людей, то была осечка. И этот патрон выбросили автоматически и выкинули. И вот он нашелся, прямо на том месте, где был крест. В Нижнем Чове, неподалеку от тюрьмы, из которой выводили священников на расстрел, есть древний источник с целебной водой. Господь обильно являет добрые знамения вокруг своих мучеников. Много легенд ходит о човской целебной водице. Старожилы поселка рассказывают, что жители приходили к источнику со своей хворью, водили детей с больными глазами, лечили здесь головную боль и бесплодие, и чудо-вода помогала. По свидетельству одной прихожанки Нижнечовского православного молитвенного дома храма Рождества Христова, где настоятелем сейчас служит отец Александр, место расстрела людей находится как раз на том участке дороги, который люди прозвали «Долиной смерти». Известно, что песок для отсыпки дороги брали с кладбища, где хоронили човских заключенных. Кладбище это находится в лесу, в полукилометре от этого места. Дорожные строители
нашли останки людей и захоронили их. По инициативе отца Александра здесь установлен крест. Вот уже 25 лет отец Александр Никитенко приходит в следственный изолятор номер 1. Сначала в качестве милиционера, а теперь священника. Принимает исповеди осужденных, причащает их, просто беседует с ними. Не оставляет он без духовного окормления исправительно-трудовой колонии Верхнего Чова. Желанный гость отец Александр и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В этом году на рождественские мероприятия владыка благословил обойти все детские дома, поздравить деточек. Ну, мы с нашим приходом решили, значит, сходить к деткам. Наши прихожане собрали, там мы собрали много игрушек детских, и где-то около 800-900 штук. И отправили в разные детские дома, и в епархию, и в нас. И пошли мы к детям поздравить их с праздником. Взяли эти игрушечки, там целый мешок полный, большой-большой. Вот. Пришли с детками, взяли конфеток, пришли с нашим хором и начали поздравлять детей. Они собрались там быстренько-быстренько и стали с ними общаться. И вот эти деточки ведь стали мы, значит, песнопение петь, потом они стали стихи рассказывать. Один мальчик, потом девочка, снова. Вот, и потом начали уже вместе петь. И впоследствии, значит, когда мы стали уходить уже, то подходят детки к нам. А у них же там бездольных, у них ничего своего практически нет. И вот одна девочка подходит и говорит: батюшка, а можно и я вам подарок дам на Рождество, рождественский? И вот вручает мне вот этот вот рисунок кошечки. Я говорю: ты так красиво рисуешь. Она так: батюшка, я ее перевела переводкой. Ну, говорю, и то красиво, хорошо, молодец. А вторая снимает с руки вот этот вот свой, видите, вот. Ну, как вы на руку, как браслетик такой детский, да? Снимает, говорит: батюшка, возьмите, пожалуйста, говорит, и мой подарочек. Ну, я у нее взял. А третья стоит так, руку за спину держит: батюшка, мне ничего нету. Кроме вот этой, его, говорит, и шишечки, ее так показывают. Возьмите, пожалуйста. И я тоже взял. И наши так все там растрогались, прихожане. Куда бы мы ни приезжали с нашей съемочной группой, везде с радостью встречали отца Александра. С удовольствием общались с ним его бывшие сельчане. И это вовсе не случайно. Ведь вся жизнь отца Александра Никитенко – непрерывный труд ради возрождения святого православия, души русской нации. И верит он, что Господь не оставит его на главном пути – строительстве в Нижнем Чове православного храма. Да поможем и мы, люди, всем миром, как это и было принято на Руси, построить здесь церковь в память всех невинно загубленных на Човской земле. Никто